Дорогие зрители, у меня важное сообщение для вас. Данное видео посвящено теме, почему трудовым мигрантам необходимо планировать бюджет, даже если денег немного, в котором мы вместе разберем множество практических вопросов. Но, к сожалению, не все можно охватить в одном выпуске. Для всех тех, кто хочет знать больше и пообщаться со мной вживую, регистрируйтесь на бесплатный вебинар. Там вы получите больше лайфхаков, больше знаний, больше живого общения. Как зарегистрироваться и попасть на вебинар бесплатно, читайте в описании под этим видео. До встречи на вебинаре. А теперь возвращаемся к выпуску. Здравствуйте, меня зовут Бюяджар Абдыкадырова. И сегодня мы разберемся, почему для того, чтобы разбогатеть, важно планировать свои деньги, даже если сейчас вам кажется, что планировать особо нечего. В предыдущем видео мы говорили о рекомендуемом распределении заработка мигранта на примере дохода в 200 тысяч сом в месяц. Вернемся к диаграмме, которую я назвала «Правило 4 шагов для мигрантов». Она демонстрирует, как стоит распределять свои деньги грамотно. 35% переводы близким на родину на реализацию мечты семьи, 15% на личные сбережения, 40% траты на жилье, еду, одежду в стране пребывания, а 10% на подушку финансовой безопасности. И если с переводами родным на родину все более-менее понятно, то как же можно выполнить шаг номер 2 – формировать свои личные сбережения? Тут два варианта. Вы можете открыть или пополнять, если уже открыли, депозитный счет в банке в своей стране и пополнять его дистанционно, используя, например, банковское приложение. Напишите в комментариях, интересна ли вам возможность открыть счет в кыргызстанском банке дистанционно и пополнять его из страны миграции. Если вам это интересно, мы можем поговорить об этом отдельно, более подробно. Второй вариант – это открыть депозит в банке в стране пребывания. Для этого не обязательно иметь гражданство. Достаточно предоставить документы, доказывающие легальность вашей миграции, вашего пребывания в стране миграции. А когда будете возвращаться домой, вы можете снять эти деньги, свои сбережения, и уже положить на счет в банке в своей стране. Но прежде чем мы перейдем к деталям темы планирования финансов, я бы хотела рассказать о распространенном скептическом отношении к планированию у некоторых людей. Почему многие люди все еще сомневаются в пользе планирования? Они говорят, от того, что планируешь, денег больше не станет. Самое главное – иметь больше денег. Были бы деньги, а как их потратить, мы и без плана решим. Слышали такое? Может, и сами так думаете? А что, если я скажу, что даже миллионы долларов очень быстро заканчиваются, если нет плана? Что есть звезды мирового уровня, которые заканчивали свою жизнь по уши в долгах. Удивительно, правда? Оказывается, дело не только в количестве денег, но и в умении ими управлять. В этом видео вы узнаете, почему богатые тоже плачут и банкротятся, как реализовать мечту с помощью финансовой цели, зачем нужен бюджет и как он помогает не тратить лишнего, что такое финансовая подушка и почему без нее опасно. А вы пробовали вести бюджет? Поделитесь в комментариях, получилось или бросили. Давайте вернемся к тем, кому внезапно улыбнулась удача, кто выиграл миллионы. Казалось бы, живи и радуйся, но статистика неумолима. Каждый 4-й победитель лотереи становится банкротом в течение 3 лет. Вспомним Шерон Тирабаси. Выиграла 11 миллионов долларов. Помогала друзьям, покупала дома, машины, отдыхала на Карибах. Итог – съемная квартира и снова работа. Почему? Не было плана. Или другой пример. Билли Боб Харрелл. 31 миллион долларов. Покупал дома родне, жертвовал церкви, но стал жертвой преследователей и признался: победа в лотерее
худшее, что со мной произошло. Какой можно сделать вывод? Огромные деньги без плана – это огромные проблемы. Думаете, это только с обычными людьми так? А как насчет звезд? Карл Маркс, гений экономики, умер в долгах, живя за счет своих друзей. Владимир Высоцкий, щедрость без границ, брал в долг, чтобы делать дорогие покупки. Мать королевы Англии, долг 14 миллионов долларов. Майкл Джексон, 500 миллионов долларов долга. Уитни Хьюстон умерла в долгах, хотя до этого продала 170 миллионов записей своих песен. Они зарабатывали миллионы, но без плана и контроля их расходы превысили доходы. Как сказал Уинстон Черчилль, ничего не планировать – это то же самое, что планировать неудачу. И это на 100% верно и для денег. Поэтому первый шаг к улучшению вашего финансового положения, каким бы оно ни было сейчас, это планирование. Все мы о чем-то мечтаем. Дом, образование детям, запуск собственного бизнеса. Но мечта – это просто желание. А финансовая цель – это мечта, у которой есть срок, конкретные суммы и четкий план для ее достижения. Пошаговый план. И именно денежные переводы от трудовых мигрантов помогают большому количеству семей Кыргызстана достичь своей финансовой цели. Финансовая цель отвечает на 4 вопроса. Что конкретно я хочу? Сколько для этого потребуется денег? Когда мне это нужно? Где я возьму деньги? Например, Медер. Он едет в трудовую миграцию, чтобы заработать себе на трактор и потом жить на доходы от него. Так Медер ответил на первый вопрос, определил, что он хочет. Далее он узнал, сколько стоит трактор, о котором мечтает. Допустим, оказалось, что он стоит 700 тысяч сомов. Он ответил на второй вопрос. Медер знает, что его старший брат, который недавно вернулся из трудовой миграции, зарабатывал в среднем, если считать в сомах, по 200 тысяч в месяц. Вспомним диаграмму. Умножаем 200 тысяч сом на 35%, получается 70 тысяч сом. Это значит, что ему нужно отправлять на приобретение трактора домой по 70 тысяч сомов в месяц. Трактор стоит 700 тысяч, значит, ему нужно работать минимум 10 месяцев. С учетом того, что Медер в первое время миграции будет решать другие проблемы, обустраиваться жилье, проходить регистрацию и так далее, то он закладывает примерно 12 месяцев на трудовую миграцию. Так он ответил на вопрос номер 3. Теперь он готовится к решению вопроса номер 4. Где он будет работать, чтобы достичь своих финансовых целей? Для этого он просмотрел онлайн-объявления, списался с другими трудовыми мигрантами, чтобы собрать отзывы про потенциальных работодателей. Это и есть пример финансового плана для трудового мигранта. При этом важно не просто ставить цели, но и проговаривать их со всеми членами семьи. Когда ваши близкие будут знать, к чему вы стремитесь, они будут уважительно относиться к деньгам, которые вы отправляете для накопления. В этом случае ваши деньги не будут растрачиваться на ненужные покупки или на нецелесообразные мероприятия, а вы будете легко следовать к своей цели. Медеру также надо принять во внимание, что цели бывают краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными. Чтобы не запутаться, разделим цели по времени. Краткосрочные – до года, погасить небольшой долг, купить зимнюю одежду, съездить домой в отпуск. Их легко спланировать. Среднесрочные – от 1 года до 5 лет. Купить машину, сделать ремонт, накопить на первоначальный взнос по ипотеке сложнее, так как жизнь может измениться. И долгосрочные, более 5 лет, это купить квартиру, дать образование детям, обеспечить себе пенсию, параллельную пенсию. Эти цели самые сложные, но самые важные, и они требуют дисциплины. Важно ставить цели всех 3 типов. Без долгосрочных целей сложно добиться больших изменений в жизни. У Медера есть следующие финансовые цели.
подготовиться к трудовой миграции, выехать в миграцию, найти работу и обустроиться там, начать откладывать личные сбережения, начать отправлять денежные переводы родителям на приобретение трактора или, как мы уже говорили, открыть сберегательный счет на родине перед отъездом и начать сберегать на трактор сразу на депозитном счете. Начать откладывать на финансовую подушку безопасности. Итак, цель – это то, чего мы хотим достичь. А то, как мы планируем это достичь, вот для этого и нужен финансовый план, то есть бюджет. Финансовый план – это ваша дорожная карта к финансовым целям. Бюджет – это не просто скучные цифры, это ваш помощник, который помогает понять, куда уходят деньги. Вы удивитесь, сколько тратится на мелочи. Контролировать расходы, отделяя важное от неважного и не тратить лишнего. Избегать ненужных кредитов, понимать, что вы можете себе позволить, а что нет. Находить новые источники дохода, видеть, где еще можно подработать, чтобы накопить на мечту. Конкретизируем эти задачи для трудового мигранта. Зачем нужен бюджет мигранту? Во-первых, чтобы понять, куда уходят деньги в трудовой миграции. Помните, расходы в стране миграции могут значительно отличаться от расходов на родине. Появятся новые виды расходов, а некоторые виды расходов исчезнут или сократятся. Еще меняются суммы расходов. Давайте сравним некоторые виды расходов на родине и в миграции, и их суммы или размеры. Ссылку на эту таблицу я оставлю в описании, чтобы вы смогли подробнее изучить. Во-вторых, контролировать расходы, отделять важное от неважного и не тратить лишнего. Например, многие уезжают в миграцию, чтобы хотя бы временно избавиться от давления со стороны своего окружения по поводу расходов на ТОИ. В-третьих, избегать ненужных кредитов. Понимать, что вы можете себе позволить, а что нет. Обычно в трудовую миграцию уезжают, чтобы погасить кредиты свои или своих близких, но сейчас много кредитов, доступных именно для трудовых мигрантов. К выбору кредитов нужно подходить осмотрительно везде, но в миграции к этой задаче надо подходить вдвойне осторожно. До оформления необходимо вникать в детали. В-четвертых, находить новые источники дохода. Видеть, где еще можно подработать, чтобы накопить на мечту. Наверное, мозг трудового мигранта включен на этот режим, на режим поиска новых источников дохода постоянно. Но, повторюсь, будьте осмотрительны. По незнанию вы можете втянуться в деятельность, которая на первый взгляд выглядит законной, но может на самом деле быть незаконной. Итак, эффективный бюджет трудового мигранта – это полная картина доходов и расходов. Обратите особое внимание на варианты отправки денег домой, на денежные переводы и их стоимость. Кажется, что комиссии за денежные переводы – это небольшие суммы. Однако, если сложить все эти суммы, то за год может набраться приличная сумма. Второе. Финансовая дисциплина в трудовой миграции даже важнее, чем на родине. В миграции вы не сможете, как у себя на родине, пару недель бесплатно пожить у родственников или у друзей. Семья на родине будет ждать от вас денег ежемесячно. Настройтесь на строгую финансовую дисциплину. Защита от перекредитованности. Последствия миграции более серьезные. План к достижению целей. Ведя эффективный бюджет, трудовой мигрант сможет быстрее достичь цели, ради которой выехал в трудовую миграцию. Подведем итоги. Планирование и составление исследования бюджету помогает трудовому мигранту поскорее реализовать свои мечты, защититься от лишних трат, не влезть в неподъемные долги и вернуться домой с хорошими деньгами. С чего начать? Просто начните записывать. Записывайте все свои доходы и расходы, хотя бы месяц. Так вы увидите, были ли ваши предварительные расчеты правильные, и если нет, то внесете изменения с учетом реальной ситуации. Зачем? Чтобы видеть правду. Учет помогает найти скрытые утечки из вашего семейного бюджета, ненужные, а часто неразумные траты. Например, в трудовой миграции такими расходами могут быть попытки сэкономить, не оформляя своевременно
необходимые в миграции документы, а потом выплачивать штрафы за это. Как вести бюджет? Не нужно усложнять. Выберите удобный для вас способ. Записывать можно в блокнот, в таблицу Excel, в мобильное приложение, их много. В описании я оставлю ссылку на видео, где я рассказываю про приложение, которым пользуюсь сама. Главное – делать это регулярно и честно. Теперь поговорим о доходах и расходах. Доходы – это все деньги, которые вы получаете. Они бывают активные, то есть требуют вашего труда. Это, например, зарплата, доход от бизнеса, подработка. Пассивный доход – это когда деньги работают без вашего участия. Это проценты по вкладу, сдача жилья в аренду и многое другое. Очень важно стремиться к созданию и пассивного дохода, чтобы не зависеть только от своей работы и здоровья. Также доходы делятся на регулярные и нерегулярные. Нерегулярные – это, например, какая-то подработка или премии. Но и расходы бывают разными. Их можно разделить на обязательные, то, без чего не прожить. Это еда, жилье, одежда, лекарства, транспорт на работу. И необязательные. То, что приятно, но не жизненно важно. Развлечения, кафе, новая техника, подарки. Почему это важно? Часто наши хотелки растут быстрее доходов. Поэтому сначала планируем обязательные расходы, а уже потом позволяем себе необязательные. А теперь внимание, это очень важно. К обязательным расходам относятся и наши финансовые обязательства, налоги. Их надо платить и в стране миграции. Заранее узнайте, как и сколько. Отчисления на медицинское страхование и на пенсию, их надо платить и в стране миграции. Заранее узнайте, каким образом, в каких суммах, и собирайте все документы об уплаченных вами за границей налогах и отчислениях и привезите их с собой, когда вернетесь в Кыргызстан. Погашение кредитов также относится к финансовым обязательствам, если есть кредиты. Сейчас есть возможность погашать кредиты, взятые в Кыргызстане, напрямую из страны пребывания. Только сначала узнайте стоимость всех вариантов денежных переводов и выберите самый выгодный и самый надежный для вас вариант. Финансовые обязательства в бюджете надо учитывать в первую очередь. И еще один важный элемент бюджета – сбережения. Сбережения на какие-то непредвиденные вещи. Или еще их называют финансовая подушка безопасности. Зачем она нужна? Она нужна при внезапной потере работы, при болезни и при других обстоятельствах. Рекомендуемая сумма финансовой подушки безопасности – это сумма, равная вашим расходам в течение 3-6 месяцев. Эту сумму вы узнаете, если начнете записывать все свои расходы. Эти деньги нельзя тратить ни на текущие нужды и ни на желания. Это как бы ваша страховка. Начинайте формировать подушку хотя бы с небольшой суммы каждый месяц. Это очень важно. А теперь давайте посмотрим на то, как выглядит семейный бюджет на месяц на примере нашего героя Медера через год в миграции, при условии, что все его планы пока реализуются полностью. Ссылка на эту таблицу также будет в описании. Видите, все доходы и расходы учтены, обязательные траты запланированы, есть строка на сбережения. Еще одно важное правило для тех, у кого есть свой небольшой бизнес, даже если это просто торговля на рынке или услуги на дому. Разделяйте бюджет бизнеса и бюджет семьи. Вам кажется, что и те деньги все равно ваши. Но если вы будете их смешивать, вы не поймете, приносит ли этот бизнес какую-то прибыль или вы работаете в убыток, докладывая в бизнес из семейных денег. Или наоборот, не съедают ли ваши личные траты деньги, нужные для развития вашего бизнеса. Ведите учет финансов бизнеса и семьи раздельно. Переводить деньги туда-сюда можно, но учет должен быть четким и раздельным. Только так вы увидите реальную картину. Итак, давайте подытожим. Планирование важно для всех, независимо от уровня дохода. Отсутствие плана губительно даже при больших деньгах.
Финансовая цель – это мечта с указанием суммы, которая потребуется для ее достижения, и срока, за который можно реализовать ее. Бюджет – это ваша карта к целям, помогает контролировать расходы. Важно вести учет, делить расходы на нужды и желания и формировать подушку финансовой безопасности. Бизнес и семейные деньги надо учитывать раздельно. С чего начать прямо сегодня? Начните учет. Просто записывайте все доходы и расходы в течение месяца. Выберите удобный способ – блокнот, приложение. Поставьте одну простую финансовую цель, например, накопить 700 тысяч сом за год в миграции. Проанализируйте расходы на основе ваших записей. Посмотрите, на что уходят деньги. Есть ли траты, от которых можно отказаться ради финансовой цели? Не пытайтесь сразу составить идеальный бюджет. Начните с малого. Главное – начать. Ведь финансовая грамотность – это путь. И вы уже сделали первый шаг, посмотрев это видео. Не останавливайтесь. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие уроки. И обязательно поделитесь этим видео с друзьями и близкими. Возможно, им тоже это очень нужно. В следующем видео мы поговорим о мошенниках и о том, как защитить свои деньги. Будет очень полезно и интересно. До встречи!